Итак, дорогие мои друзья, мое утро начинается с фитнеса, а утро фитнес-тренера начинается с моей пиццы и с кофе. Смотрите, как разложилась. Залет, Миля, залет. Смотрите, как разложилась, пицца, кофе. Между прочим, очень-очень вкусно. Прям Вкусно? вообще огонь, да. Ну ладно, нравится? Да, могу себе позволить. Как Альберт говорит, это, как там, каша с тестом. Прекрасная каша с тестом, во. Зато жевать не надо. Да? Особо. Это вообще-то вот в детском садике мы так и готовили. С таким учетом, чтобы дети не могли жевать. У них же зубов-то нету. Чтобы они раз взяли и проглотили, чтобы во рту растаяла. Моя пицца во рту тает, а не в руках, между прочим. Да, это детсадовский рецепт. Давайте я покажу, чем подкармливать. А ты меня бесплатно тренировать. Сейчас всем подумать, нихера себе тренер. Могу себе позволить. В зале, знаете, сколько человек занимается? Сейчас скажу, раз, два, три. По утрам вообще никого нет. Чем ближе лето, тем меньше народа что-то. Должно быть наоборот, кстати. А наоборот, меньше народа. Ну, блин, что-то я сомневаюсь. Не хочу быть красивым. Альберт боится, что его мужики будут обзывать бабой. Прикиньте. Мужиктардан куркан. Айди, пошли. Айди. Такая возможность дается один раз всего лишь. Давай уже сын дома, бля. Сын рюкзак мой захвати. Альберт сейчас начнет уже анализы сдавать, начинать. Друзья, готовится к операции. Буквально на днях уже у него операция назначена. А я приехала к этой колеи и сегодня выписывает. Хочу узнать, как прошла операция. Все ли у нее хорошо. Как у нее груди. Ну, настроение что было. Чего не будем? Ну, или что хотим? Блин, я стою, Байкал не вижу за этим. А? Байкал я не увижу. Увидишь ты все. 18 операция машин Олимпийцы знали. Ты же знала об этом все. Ну, значит, операцию на позже перенесем. Боится, что этот не успеет свою машину пригнать. Байкал, говорит, я не увижу. Переживает из-за своего Байкала. Готов ради машины отложить операцию. И боится, что его мужики начнут обзывать баба. Вот такое бывает. Очки они оденут. Еще увеличивает, бляха-муха. Там еще похуже. Здравствуйте, я Заната Азатович. Опять вы здесь? Да, я здесь. В операционном такая атмосфера вчера была. Веселая, да? Веселая музыка. Музычка, играет, да? Все такие Диджей добрые, оттуда. да. Все такие ласковые, заботливые. Мы дальше продолжили веселиться, не знаю, что-то Уже без вас. уснули там. Они потом еще танцевали, Алия. Я снимала, пока вы спали, да? Так легко ушла в наркоз вообще. Да. И уже проснулась, когда Алия, вставай, просыпайся. Вообще так мягко было. Да. От наркоза мягко. Мне тоже нравится наркоз от Азамата Азатовича. Да. Приходите поспать, Особенно от него мне наркоз нравится. пожалуйста. Нет, у некоторых вот такая деформация бывает. О, 5! У вас 5 детей? Естественно, воду, Такая вы молодец вообще. Может, будем говорить пирожок просто? Это знаешь, сколько сидеть надо пипикать? Вы каждый через каждую минуту. Вот такая интересная женщина, приехали груди, значит, увеличивать, и такая, а можно мне сразу живот убрать? А можно еще, говорит, пирожок подтянуть? Все нормально, как я поняла. На груди очень непростая большая да, вот операция, я поэтому. с животом вести это будет 10 часов, но и как правило. 10 часов, говорит, операция, говорит, такая длится. Проходит Если груди и сразу живот убирать, абдоминопластику делать. 10 часов, прикиньте. А я тоже хочу, друзья, делать груди и живот. Хочу убрать. Ваш рост и вес? 160. Грудь делала 19 лет назад. В смысле, вы уже делали грудь? Меняет старую на новую. В 5-м году. Прикольно.
Прикиньте. Да. Короче, эта женщина, это вот мать 5 детей, 19 лет, в 19 году делала операцию, и сейчас она решила обновить свои груди, сделать их побольше. Или лапы побольше, поменять старые на новые. А почему? А что они изнашивают? Обновление вышло. Обновленная версия груди, оказывается, вышла. Как iPhone, говорит, обновилась имплантация. После кормления, да, говорит, хочу поменять. В смысле, а с имплантами можно кормить? Да. Это легко снимается. А чё, Азамат Азатович, а чё этот с грудями, с имплантами можно кормить? Конечно, 3 еще кормила. Да? Оста, Поэтому они не такие. офигеть. После этой операции уже никого не рожать, лучше не кормить. Да, ну у вас и так 5 детей, думаю, наверное, никого не рожать и никого не кормить. О, блин. Смотри, после 5 детей какой живот, Алия, она еще хочет живот убрать. Что, издеваетесь, что ли? Сиськи, видишь, они у меня все опустились и соски деформировались после 5. Вы посмотрите мой живот. Вот это можно убирать, а у вас-то там что убирать? Когда рожаешь, он у меня тоже такое, тоже так втягивается. Я бы в жизни не Ну подумала. вот вот так вот, когда делаешь, он видишь, вот. Мне там идеально. Вот у вас после 5 детей. Да. Она спортом занимается. Это что такое? Это вот это надо носить будет, да? Это как Да. бандаж или что это? Месяц, 3 месяца. От месяца до 3 месяцев. Да? Написано. Не снимая. Да. Еще чулки. Чулки. Угу. 7 дней. Ну, с чулки-то да. Ты тоже носил? Да, чулки носила. Этот бандаж, вроде еще говорят, этот за рулем нельзя ездить, да? Сколько-то? Да, я за рулем приехала. И что, как домой? Ладно, мужа попрошу приехать. Ага. Так уже надо просить, наверное, сейчас Нет, я к уезжать. сестренке. На перевязке же надо каждый день ходить. Да. Я пока у нее поживу. Угу. Отдохну от семьи. Ну да, правильный подход. Санаторий заселюсь. За санаторий. На реабилитацию. День Вас рождения. сыпает. У вас день рождения? Да. Протез, ничего себе. Сейчас я вам подарю мед. Сейчас я вам мед подарю такая на день рождения. Спасибо. Мед с днем Очень рождения. приятно. Это я вам принесла, думаю, чтобы чай пили. Очень Спасибо, рада, очень что у вас все хорошо прошло. Вот прикиньте, человек выиграл груди, да? Да. Ну, операции ей тоже можно заказать. Я заказала шаурму. Я такая дурочка, да, значит, пластику лица делаю и заказал себе шаурму. Но я же не знала, что у меня вообще ничего двигаться не будет. Я даже вот понятия не имела. Не задумывалась просто об этом. Потом хирург, короче, такой приходит и говорит: вы что, говорит, себе шаурму заказали, говорит. Я, говорит, этот убрал, говорит, вам бульон, говорит, поставил. А я такая думаю, зачем он мою шаурму убрал, думаю, такая, лежу, думаю, я еще ртом-то не шевелю вообще, думаю такая. А потом такой: как вы себя чувствуете? Я такая чувствую, что даже ртом не могу подвинуть. А теперь такая, думаю, понятно, почему шаурму убрал. И чай пила через трубочку, такой, вот так вот. О боже, а он еще такой мне: шаурму вашу убрал. Я говорю: ничего себе, дурак, что ли, мою шаурму убрал. Здравствуйте, девочки. Можно зайти? Ага. Ты че, Альберт? Боится? Давай, И как? Альберт крови же боится. Он даже в обморок падает. Все нормально, говорит, он девочки успокаивает. Операция етіп келгенсі уже на попятную дался. Ну, блин, неменеке, не айтады. Қой, нормально бітір, өтіп барам бітір мен. Ну, өте барам, потому что мен әнзәшкесі өте барам. Ну, что я болмай ведь енді, Альберт. Неменеке, кто тебя будет бабой обзывать? Сөйлемей не знаю, факырым бар. Батькас уверяет тебя, что тебя будут бабой обзывать. Тут все мужики ходят, даже лица свои подтягивают. Крупные бизнесмены. Бизнесмен, что с ним бизнесмен? Крутые мужики. Мен ана, неге айтқым да Кімге? лаба, мен алдым айтқан, мен это операция, я не хочу это деген. Даже я сделал, мен ваш муж сделал, нет, вот мен айтам. Ну, сейчас все делают. Даже бабайдар ішлетелер. Потому что қабақтары келіп түселер, көздері көрмейді. Чем болеть вот в течение жизни, что есть, может быть, 2 года я вообще не болел. Ничем даже, гриппом. Хорошо, а как дела с давлением? Давление нормально? Не мерит он никогда свой. Нормально, это 190, 200, 120. Не, 120 на... В армии всегда было 120 на В армии. Сами вы вчера вернулись?
Нет, я год назад измерил себе, пробовал дома жить. Мгм. 120 на 90. Ну, 120 на 90 показало, хорошо. Еще какие-то хронические заболевания, может быть, есть? Может, какие-то препараты каждый день пьете Нет. от чего-то? Нет. Абсолютно здоровый человек, да? Каждый день препарат пиво пьет. А, ну, пиво это хорошо, лекарство от всех болезней. Ага. Это хорошо. Так, а с Так и табакокурением закончим. как у вас? Я не курю. Не курим, да? Рост и вес, пожалуйста. Рост 184, блин, вес 125, 127. Мгм. То есть общих наркозов у вас никогда не было еще, да? Нет, мы тут туда делали, все, больше никогда операции не было больше. Хорошо. Ну вы не маленький. Да. Вы не маленький, так. Я посмотрю шею. И будет сидеть. Хорошо. Попробуйте максимально запрокинуть голову назад. Ага. Аккуратно поворот. Язык высунуть. Ага. Голова, все это максимум, да? Дальше не идет. Ага. А, там жир уже может зарасти, да. Хорошо. И трубочка может не пройти Хорошо. туда. Закройте рот, шею оставляем. Я зашла, значит, дорогие друзья, к главному врачу клиники Джованни, где натягивали мне лицо. Ювелирная работа, офигительно шикарная работа. Как, говорит, так могли в Уфе сделать такую красивую работу? Почему-то вот многие думают, что типа за границей только можно сделать вот такое, или в Москве такое лицо. Все подходят, Лилия Ильдусовна, все мои швы смотрят. да. За ушами смотрят. Вы с подарком, что ли? Да, это вам гостиница, знаете что? Это, я не знаю, вы едите такой, нет? Это прямо вчерашний только масло сбили, сделали, сливочное деревенское. Ой, Оно очень спасибо. вкусное, свежее прямо. А внизу деревенский творог тоже вчера сделали. И вот это мед. Мне даже мама говорит, она говорит, Блин, так это Леша сделали, ты говоришь, так это даже в молодости не выглядела. Вы изменились очень, Да, Маша, очень изменились. Ну, вы знаете, потому что вы пошли на такую операцию бариатрическую, и после нее просто невозможно было не скорректироваться. да. И дальше же у нас есть работа, мы же дальше будем продолжать работать с вами. Мы врачи, которые знаем все риски. Мы просто так не ступим на эту тропу. Это нам нужно, знаете, столько раз оценить, потому что бариатрическая операция, вы же понимаете, это ушивание, часть желудка. Я себя ловлю на мысли, да, когда начинаю нагибаться и шнурки завязывать. Я такая думаю, я же привыкла, что мне живот мешает. Да. И я такая думаю, Блин, сейчас опять, тяжело будет нагнуться, шнурки завязать. и до сих пор у меня Да. вот тут засело, и я не могу избавиться от этого ощущения. С этим страдает, у нас страдает наш головной мозг. У меня же сейчас размер S, да, и я когда одежду начинаю выбирать в магазине, я сразу иду на XL. И когда мне предлагают, вот S-ку посмотрите, я говорю, да вы что, это мне не влезет? До сих пор у меня мозг перестроиться не может. Да. Это оказывается так тяжело. Вот это самое главное, оказывается, мозг перестроить надо. Не могу до сих пор я себя принять, Лилия Ильдусовна. Вот. Вот свое новое тело не могу принять. Мы назначаем психолога-психиатра, потому что травмируется головной мозг. Здесь же работа головного мозга. А вы сами справились с этим. Говорить о том, что риск операции как бы крайне высок, это да, но каждое оперативное вмешательство. А здесь мало того, сделать операцию – это один шаг, а второй-то шаг – достичь результата такого, которого вы достигли. И не кукукнуться, извините за мой французский. Вот, кстати, вы правильно сказали, что работать надо с психологом, потому что Да. первые месяцы мне очень тяжело было, Лилия Ильдусовна. Вот. У меня прям как депрессия началась. Депрессия. Это, вы знаете, то же самое, как у нас пациенты, когда я иду на обход в оперблок, наши пациенты говорят, лежат после операции, ой же все болит, ой же здесь все тянет. Я говорю, конечно, у вас будет это все болеть, поэтому об этом надо говорить, что одно сделать, идти с улыбкой на лице на операцию, а другое это должен быть стимул. Обычно же люди что разыгрывают? Айфоны, там стиральные машинки, да, там чайники, да. А клиника Джованни что разыгрывает? Губы, титьки, попочку, да. Прикиньте, это же вообще очень интересно. А что это идея вот так вот разыгрывать такие вещи? Это наша идея. По секрету, я так скажу всему свету. У нас же будет в этом году 10 лет, и мы планируем организовать еще один розыгрыш. Ага, какой? Да. Что будете разыгрывать? Но я думаю, мы остановимся на абдоминопластике. О, нифига себе, короче, доктор, Да. представляете, Лилия Ильдусовна хочет разыграть абдоминопластику. А это, между прочим, очень дорогая операция. Как раз мне нужна абдоминопластика, потому что, посмотрите мой живот, друзья. Вот мне нужна абдоминопластика. Если что, я могу участвовать в розыгрыше? Вы можете участвовать в розыгрыше. И мне по блату абдоминопластику, пожалуйста. Ну, у вас это как там, наркоз
Он отличается нет от других наркозов. Вот почему-то я вышла так хорошо мне было. У меня и потери памяти не было. Я же до этого с памятью плоховато было. Вы знаете, вот очень хорошо, что вы сакцентировали, да, внимание на это, потому что люди не понимают, что от анестезиолога зависит 50% операции. Вот я знала. Как он заведет в наркоз, и как он выведет с этого наркоза, и как он будет контролировать во время операции. Анестезиолог у нас операционный, да, как серый кардинал. Его не видно, его не слышно. Зато 50% результата от операции зависит от анестезиолога. Потому что то же самое, когда мы делаем какую-либо операцию, иногда бывает спазм мышц. А анестезиолог только может отключить эту мышцу. Не хирург. Анестезиолог может дать полное расслабление. И анестезиолог может грамотно вывести с операции, с наркоза, чтобы человек не в таком состоянии помутненном ходил 2-3 суток, а именно вышел в течение 20 минут, да, он потом будет в таком непонятном состоянии несколько минут, и после этого он все, он бодрячком. Вот И я анестезиолог обезболивает все это после того, как мы прооперируем пациентов, чтобы он комфортно себя чувствовал последующие дни. Поэтому это вот такой вот шикарный вопрос, не все пациенты это знают. У меня 3 детей, я 2 последних детей рожала под операционную, да, кесарево сечение. И чтобы вы понимали, чтобы я пошла рожать, у меня была своя бригада акушер-гинекологов и своя бригада анестезиологов. И пока на 3-ю, когда я дочку пошла рожать, и пока у меня анестезиологическая бригада не пришла, я не заходила в операционку, потому что я именно им доверяю свое здоровье. И поэтому надо знать, кто анестезиолог, кто оперирующий хирург, какие результаты он дает, и все, и с Богом, и, конечно же, настрой. Настрой, позитивный. Это точно, позитивный настрой. Да. Спасибо. С вами был главврач Лилия Ильдусовна клиники Джованни. Смотри, я тебе дам как раз мезо. Я тебе дам вот такую красоту. Это даже Зареме, она тебе это все обколет. Ладно. Вот. Коллагеностимулирующий. Да, коллагеностимулирующий. И реви. Держи, Майя, я сейчас тебе Спасибо пакетик дам. Давай, Майя. Спасибо. А то ты у меня всегда подарочки даришь, Да а мне я всё- неудобно. Ага, У вас и неудобно. подарки капец дорогие. Я тебя умоляю. У меня засохший, зачерствелый искирган кугарган икмак. Я кугармаган, конечно же, не подумайте, что кугарган. Ну, искирган. Я делаю сухарики из них. Вот так кутарганцы мои халам дают. Потом халам вот такой красный перец острый делаю. Вот так сыпать и там, да. Потом остренькие такие будут. Потом еще можно черный перец добавить. Можно не добавлять. На вкус и цвет, как говорится, товарищей нет. Потом еще добавляю домашний бульон Магги. Вот так вот тоже чуть-чуть сыплила. Вот так, вот так, вот так, вот так. Все. И потом вот это все, да. Вот это все. Вот так вот делаю. Бутаем с маслом. И получится офигительно вкусные сухарики. Вообще. Махом ашап тұрар. Альберт утырға уже бір тазды может ашап тұрар. Представляете, мы утры валала киски, ну это. Шадю ашап ты утра упала все. И прям так раздражает. Я здесь на диване, значит, лежу, работаю, улуш на кухне, ложу сухарины, пока не добьет, не останавливается. Представляете, какие вкусные сухари. Все обожают дома эти сухари. Делайте, пользуйтесь этим рецептом. Очень вкусно, между прочим. Надо хорошенько, тщательно перемешать. Видите, мы на бору старую кахиродарный евушка мага. Майды елемегіз. Ничего страшного. Бұғын еле майды. Магазиндан сухари хату ала бергенсі, мына ушайтып іштегі үліге. Ой, у нас еще домашние пельмешки с бульончиком будут. Очень вкусненькие. Так хорошая нам. Ну, жалко же хлеб выкидывать. Я хочу вообще таук кытырга. Блин, меня дома не бывает. Кто будет за тауком смотреть? И вот это я штуку на Валбер заказала, да. Это масло брызгает. Там еще вот так можно побрызгать. Сверху, чтобы прям подрумянились, вообще вкусненькие были. Вот и все. Первая партия отправляется у нас в духовку. Лапша с пельмешками будет сейчас. Горячий. Это мое. Ненең специально был бельменде хиней верді кыдым. Так что аша. Ашамахан ненең айтам, что хин ашаманы. Есть там внизу, поищи. Это самые остатки у нее, последние из запасов. Больше пельменей не будет. Ашап қалады. Альберт бізді күтпейді ашарға отырау. Біз пока отырғансы, блин, уже был ашапта біді. Зарина, камераны қойған шығар, бүйтел ашапта уже.
Мен қоя алмаймын, я же жду, когда вы сядете и сравните. А мне подходит мое имя? Да. Ну, по крайней мере, мне неохота назвать тебя другим именем. Было бы очень странно. Значит, подходит Нет, она тебе. меня иногда Альберт называет. Это правда, я Альберт, ты им дала мазаля. Нет, ладно, бабушки похожие имена путают. Азалия, Аделина, Розалина. А тут Альберт. А ну нет, ты заровский черный толстовка, ничего не одеваешь ее. Если не одеваешь, отдай обратно. Вот отдай. Выбирай. У меня у шефа, короче, как-то так включается щелчком, короче, вот резкое желание наехать. Когда убрал резкое желание наехать. Нет, Ты почему не носишь? это манера говорить. Это не наехать. А чё, бы ты на Бельдар шла разговаривать? Она папа Бельга первый раз, когда поехал знакомиться с бабушкой, с дедушкой, он там ошалел от обзелиловского гостеприимства. Зашел в магазин за пивом, его продавщица чуть не обматерила и чуть не выгнала. Нет, это ему так показалось. Он так рассказывал. А на самом деле Для они нас это очень... было нормально. Да, они в порядке вещей все говорили ему, все рассказывали, гостеприимно его приняли по меркам обзелиловцев. Но ему показалось, что они ему нахамили и выгнали. Пиво-то он смог купить. Он без пива вернулся. Она ему до такой степени потоска. Арина работает, смотрите. Я-то вялый-то вала. Балдеть етіп. Арыны бахыр. Не дождется, когда у нее вахта закончится. Домой хочет она, к маме. Устала, говорит. Ну, прикиньте, человек, не останавливаясь, монтирует. Я ей самые тяжелые материалы отдаю. Отдаю те материалы, которые такие надо красиво, эстетично сделать. Все такие материалы я отдаю Зарине. Вот, допустим, «Один день со звездой», потом вот поездка в Дагестан. Такие сложные, интересные материалы все отдаю Зарине. И она вот так вот приезжает на вахту где-то около недели. Нет, не недели, где-то 3-4 дня, не останавливаясь. Работает, потом уезжает домой. Отдыхает, потом через неделю опять приезжает, когда у меня появляется тяжелый материал какой-нибудь. Год назад этот китте эштен, тоже одағы эштен тоқтамай, шанхун киткейне. Альберт, прямо больше всего Альберт расстроился. Он такие эмоции показал, Мишина даже оттроном, Альберт такой. Да, Зарина, тиган была. Я, ол еще, помните, рассказывал, он такой да рабочий штаб жүргенде. Ултырып алганда хөле отыр. Все, Зарина кетті. Как будто этому рабочему есть до этого дела. Қайғырып отырған нишіні помню. Ай-яй. Это было очень мило. Ну. Мы, знаете, вот если мы у себя в сторис... А ты вообще сама чувствуешь, что Альберт Хигеншлей относится? Не знаю. Чувствуешь? Нет, я чувствую, Мандана Макай, типа, мы в моментах, знаете, юрим, да, короче, и думаю, так, мен манда, этот, как будто совсем ты туғандарда хамақ юрим кетем, да, короче, думаю, так, нельзя, ты им, да, короче, штейм, да, потом, короче, опять спокойно юрим, думаю, так, опять так нельзя. Мынаңа так нельзя, ты Ну нет, но все равно границы Біздің тоже туғандарға относится еткен, туғанға относится еткен, относится етеді. Границы все равно нужно соблюдать, это же равно. Альберт же тоже, көрмейсің, Альберт бақыр ереді. Заринаға қалдырдығын ма? Заринаға айт деген ма? Зарина ашаны ма? Шайтты береді. Мен тегенде комтала, что отырхам, келелі мен, Зарина барса, есеп келелі, ты мен бар, ашап келелі, мен там... Ылғыны елі. Ол ойдай, что мен Заринаны теге нагружаю так работы, и что теге ашатмай, эсермей, эшлетәте ойдай, Альберт. А Милауша апай, ойдай, мен, короче, киса вот ішта олтырайын, Милауша апай келделі мне, Зарина бар yoқтап келелі, я говорю, зачем ты? Ну бар yoқталі ты, Ну, бар батас. кино қаралы ты, я говорю, зачем, ішта олтырамдан ты, мен, потом ултырала, Зарина бар, отдохни, пожалуйста. А мен үшімде ішта олтырам. Ну, переживаем, потому что мен өйдім эштәһән бит тоже теге, не, қиын, туқтамай эштәһән қиын бит ол. Башқан қырып кеті. Прикинь, иногда даже теге видеосына иніп кетәһән да, и аңдамайһың, где реальность, где что, инің шай болам.
Мен иногда ты аңдамай кетем в моменте бірнеше секунд. Вы знаете, вот у себя в сторисах пытаюсь максимально красивой быть, вот, накрашенные, волосы расчесываю. Мандай Милёша по мне телефон чуть ли тыкмай битіме, когда мен құлақтарым көрінен, не накрашенная, ресницы Ты тыгында очень красивая, Зарина. Вот тиней. Она даже Азамат постоянно Заринаға не іштей, немелі комплимент. Әр Азаматтың келеші іштеп қалға. Не, он-то меня видит, когда мен накрашенная. Ой, Зарина, я бітті деме келеше. Помнишь, я постоянно шет. Ой, вот Заринаға кел келеше. Вот Зарина, ай. Деген болала келді. Это дым хударыгы, Милёша, вы так постоянно говорите, поэтому кшет улай. Вот то, о чем вы постоянно говорите, вы являетесь кумиром у людей, да, вот. Ай, его Диме кумиром. Нет, но все равно, люди к вам прислушиваются. И если Хэтконхайм будете говорить о том, что вот Зарина красивая, они реально поверят в то, что Зарина красивая. Если Хэтконхайм будете говорить о том, что Зарина ленивая, они поверят в то, что Зарина ленивая. Зарина ленивая. Зарина капец ленивая. Если вдруг меня гитаешь, калагурма, капец ленивая. Нифига ештірге аратмай. Аша өсіп yoқтап текета. Это тоже правда. Со стола убирать весеннее, потом опять заново. В смысле со стола убирать? Инам башы, абында меня не придется мы со стола убирать. Ну, ты иногда продукты говорю, убирать надо. Ведь. Ну, убрала бы мен, хадыр меня бында юргарак. Не, ну, мен алдым да, картон бірақ, ойын бұрасың ба? На то несек час. Картон кутушеген, чтобы стол не мыть. Видали? Целый таз мяса вышло. О, это очень хорошо. Будем кушать котлетки. Так, что, будешь сам пропускать или мне пропускать? Не знаю, как хочешь. Я как готовила сухари, сняла, а как кто-то ест и дегустирует и хвалит, нету сторисов. Я уже поела, я съела полтаза. Полтаза? Да. А что не сняла себе? А чё? Как я людям теперь объясню, что они действительно вкусные? Но остальные полтазика вот Зарина пусть ест. Вкусные были? Да. Очень вкусные. Угу. Это все выглядит примерно, вот смотрите. Вот так вот. Полный был. Все сожрали. И даже никто не дегустировал, и никто не похвалил. Очень-очень вкусные сухарики, прям хатырлап туралар. Вот сейчас Азаля попробует дегустацию еще одного сухаря. Я только что съела 3 штуки, мне плохо уже. Плохо. Вот 3 штуки съела плохо. Знаешь, сколько я съела? Я съела штук 10. Креветки, а самогасом сухарики мирянинды. Азаля ж съела штук 10 только потому, что они были безумно вкусные. Вот вам ей доказательство того, что они вкусные. Не ела, что ли? Нет. Она знаешь, почему не ела креветки? Чем? У щупальцаларын көріп қалғанда и қотосқанда и не ела. Она думала, что у креветок не бывает щупальца. Как они вот прямо голые так плавают на море, в океане, и прямо ловить и кушать сразу, да? Готовый, ты салаттай атқан тамақ. Нет, вот же они красивые, вот такие у них глазки. Она шуны көргенде, ақша алмай, представляешь? Вот это Ол ресторан. думала, что деньгиде ресторанда уже ит тамақтан айтады. Шулайтып деньгиде Ну, я так не думала. Я так не думала. Я просто не думала, что у них такие страшные щупальца есть. А ты думала, у них 2 лапки, они на них ходят, как люди, что ли? Почему они должны ходить, они должны плавать? Теперь у нее травма. Теперь она уже... Креветочная травма. Теперь она в ресторанах уже не сможет есть креветки. Нет, смогу, они там почищенные, там глазок нету. Возьми 1 глаз. Не хочу. Возьми-ка и готов короля. Нет, Давай. сама сделай. Давай, Азаля, давай на суефа. Нет. До 3 побед, давай. Че ты опять жалуешься? Давай, давай, не надо. Да не жалуйся, давай. На суефа, давай, что ты опять Слышу. не ябедничай, Она давай. хочет, чтобы я лопнула глаз креветки. Ну ладно, я сам Да выпущу. точно живодером.